Разногласия на тему, кому больше причитается от совместного проекта, начинаются тогда, когда есть что делить. По традиции подарок к празднику, правительство Казахстана и акционеры международного консорциума Карачаганак Petroleum Operating, ЭКЭ, объявили накануне Дня независимости страны об урегулировании многолетнего спора о разделе прибыли от Карачаганакского нефтегазоконденсатного месторождения. История бизнеса свидетельствует, разногласия на тему, кому больше причитается от совместного проекта, начинаются тогда, когда есть что делить. Так и правительство впервые озвучило финансовые претензии к акционерам ЭКЭ в 2015 году. Незадолго до того Кенжебек Ибрашев, занимавший должность генерального директора ТОВ СА, уполномоченного от имени Казахстана контролировать проекты СП, в том числе Карачаганакский, заявил, что инвесторы там полностью окупили свои затраты. Базовым принципом разработки Карачаганака является то, что контракт в ноябре 1997 года был подписан на условиях раздела продукции СП. Это означает, что пока инвесторы не вернут вложенные в месторождение деньги, они забирают львиную долю, до 80%, от выручки на возмещение этих затрат. Как только точка возврата пройдена, ситуация меняется кардинально, и уже Казахстан должен получать основную долю прибыли. Так вот, в феврале 2014 года господин Ибрашев заявил, что на данный момент инвестиции, вложенные в разработку Карачаганакского месторождения, полностью окупились, и в текущем году ожидаются изменения пропорций раздела прибыльного сырья в пользу Республики Казахстан. По его оценкам, по итогам 2014 года казахстанская доля в разделе продукции увеличится с нынешних 20% до 36%. А уже в апреле 2016 стало известно, что Казахстан требует от инвесторов выплаты в 1,6 миллиарда долларов, считая, что они неправильно делят прибыль. 1 октября 2018 года между правительством и акционерами ЭКЭ было подписано так называемое соглашение о принципах, закрепляющее основные условия урегулирования спора, в том числе единовременную выплату консорциумом 1,111 миллиарда долларов и корректировку принципов раздела прибыли, что должно дополнительно принести республике 415 миллионов долларов до конца срока действия контракта в 2037 году. Спустя год, осенью 2019 вице-министр энергетики Мурат Джурибеков заявил, что согласованные условия перестали удовлетворять партнеров. У сторон возникли дополнительные требования. В этой связи недавно было принято решение по инициативе наших партнеров по Карачаганаку возобновить данные переговоры, сказал он. И вот, наконец, 14 декабря 2020 года объявлено о подписании соглашения о завершении по урегулированию спора. В рамках этого соглашения консорциум ЭКЭ осуществляет финансовую выплату Казахстану в размере 1,305 миллиарда долларов США. Стороны согласовали окончательную методику раздела продукции, в результате чего Казахстан до 2037 года дополнительно получит до 600 миллионов долларов при цене на нефть 40-50 долларов за баррель. Стороны одобрили начало реализации инвестиционного проекта расширения Карачаганака-1, а с целью дальнейшего поддержания полки добычи на Карачаганакском месторождении. И вот это последнее условие, не менее важное, чем так необходимый бюджету кэш. Проект расширения Карачаганака, ПРК, одобрение которого давно ждали инвесторы и правительство, позволит не допустить снижения объемов добычи нефти и газоконденсата. Карачаганак – месторождение не самое молодое, его начали разрабатывать еще в 1984 году. И по мере выработки давление в нефтегазоносных пластах падает, что, в свою очередь, влияет на объемы добычи. Чтобы выровнять ситуацию, в пласт необходимо закачивать газ. Благодаря строительству в рамках ПРК нового мощного компрессора закачки газа с сопутствующей инфраструктурой общей стоимостью около 1 миллиарда долларов, на месторождении можно будет еще долгие годы добывать по 10-11 миллионам жидких углеводородов в год. Что еще немаловажно в нынешней экономической ситуации, начало реализации ПРК создаст тысячи рабочих мест в регионе, а значит высококвалифицированные кадры строителей и монтажников, которые высвободятся после завершения в 2023 году проекта расширения на Тенгизе, смогут получить работу на Карачаганаке.